Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403. С вами радио Крым Реалии и Елена Римовская. Я напомню, что трансляции наших эфиров доступны на YouTube и Facebook страницах Крым Реалии. Или же вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это номер телефона для звонков из Крыма. Если вы звоните нам с материковой части Украины, то номер телефона 044 490 2905. В ближайшие полчаса будем говорить о деле Ришата Аметова. Вот по данным досудебного расследования, я напомню, что Ришата Аметова похитили 3 марта 2014 года на площади перед зданием Совета министров Автономной Республики Крым. В этот день крымско-татарский активист вышел на митинг против оккупации Крыма России, и 15 марта тело Ришата Аметова обнаружили в поле неподалеку села Земляничное Белогорского района. Далее прямая речь прокурора прокуратуры Автономной Республики Крым Гюндуза Мамедова. Завдяки співпраці прокуратури, поліції та правозахисної організації сьогодні розкрито злочин та повідомлено про підозру викрадачам, які були учасниками так званої самооборони Криму. Можу також сказати, що керував викраденням колишній військовий Російської Федерації, який в тому числі воював на сході України. Подозреваемые по делу Александр Баглюк и Александр Руденко. Оба представители так называемой самообороны Крыма. Александр Руденко 86-го года рождения, Александр Баглюк 75-го. По данным следствия, Руденко и Баглюк действовали под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных сил России Евгения Скрипника 66-го года рождения. Полиция Автономной Республики Крым объявила всех троих в розыск. Им предъявлено обвинение по статьям об участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования, то есть так называемой самообороны Крыма, а также незаконного лишения человека свободы по предварительному сговору лиц, что привело к тяжким последствиям. Уголовное же производство в целом осуществляется, в частности, по статье об умышленном убийстве. Никто из этих лиц, ни Баглюк, ни Руденко, ни Скрипник официально не комментировали публично, ни их какие-то защитники. Местонахождение этих людей неизвестно, по крайней мере, нам. Севастопольское издание «Примечание» обратилось за комментарием к командиру так называемой самообороны Крыма Сергею Димову. Он заявил, что в марте 2014 года формирование якобы не вело учет бойцов. Он добавил, что он считает историю темной. Речь, по его мнению, идет о, цитирую, провокации, никто никого не убивал. Он вообще заявил в этом комментарии, что якобы, цитирую, сами убили, а потом, как обычно, нужна была жертва какая-то. Ну, в общем, вот так вот в таком духе ответил Сергей Димов. Он также напомнил, что следствие по делу об исчезновении Ришата Аметова ведут и в аннексированном России Крыму. Ранее подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов критиковал заявление о причастности к похищению и убийству Аметова самообороны и даже обещал наградить следователей, которые раскроют убийство. Я же попросил, то есть все факты, которые указывают на конкретных лиц, если есть такие в части того, что подозревается в совершении этого убийства, пожалуйста, передайте на мое имя в письменном виде конкретно. Я лично уверен, что самооборона к этому процессу не причастна. И мы сами заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее найти тех, кто это сделал, с тем, чтобы снять вот какие-то там сомнения, в правильности действий, в том числе самообороны. Это было в 2014 году. На какой стадии находится следствие в аннексированном Крыму сейчас, неизвестно. А вот о следствии на материковой части Украины у нас есть возможность расспросить у замначальника отдела прокуратуры Автономной Республики Крым Кирилла Копейки. Он присоединяется к нам по телефону. Кирилл, здравствуйте. Добрый вечер. Почему подозревают в причастности вот эту вот так называемую самооборону Крыму? Что об этом свидетельствует? На даний момент в рамках досудового розслідування зібрано достатньо відомостей, які б свідчили про причетність двох осіб до незаконного збройного формування самооборони Криму. Та третя особа, яка повідомлена про підозру, проходила військову службу в повітряно-десантній дивізії та на даний момент є військовим пенсіонером. Доведено зв'язок, що остання особа керувала діями двох інших, які були учасниками незаконного збройного формування самооборони Крима. На даний час цим трьом особам повідомлено про підозру.
до суду подано клопотання про дозвіл на затримання для подальшого розгляду клопотання про тримання під вартою зазначених 3 осіб. Вот была информация о том, что якобы в последний раз телефон Ришата Аметова, вот сигнал, его поймали в штабе так называемой самообороны Крыма в Симферополе. Действительно ли это так? Можете ли вы подтвердить это? Так, вказані дані відповідають дійсності. Відповідають дійсності. Как дальше будет развиваться дело, учитывая то, что, если я правильно понимаю, местонахождение вот этих подозреваемых лиц неизвестно? В зв'язку з тим, що місцезнаходження осіб, яким повідомлено про підозру, на даний час невідомо органам досудового розслідування, до суду подано клопотання про дозвіл на затримання, та перед цим були оголошені у міжнародний розшук вказані 3 особи. Після розгляду клопотання в разі надання судом дозволу на затримання зазначених осіб слідчими органами Національної поліції будуть відповідні клопотання направлені до Інтерполу, і особи, яким пред'явлено про підозру, будуть розшукуватися відповідними органами. Затримання будуть доставлені до суду та будуть розглядатися питання щодо обрання останніх запобіжних заходів. У меня к вам буквально последний такой вопрос. Вот можно ли заявлять действительно о раскрытии дела, учитывая то, что Крым, согласно украинской позиции, оккупирован Россией? То есть не усложняло ли ваше расследование тот факт, что сейчас к Крыму доступа у украинских следователей нет? Звичайно, це наслідком анексії тимчасової окупації півострову було дійсно тяжке розслідування та довго тривало. Однак на теперішній час можна впевнено заявити про те, що особи, які причетні саме до викрадення Ришата Аметова, на даний момент встановлені та розшукуються. Спасибо большое. Это был Кирилл Копейко, представитель прокуратуры Автономной Республики Крым. Я напомню, что сегодня в эфире радио Крым Реалии мы обсуждаем дело Ришата Аметова. Ришат Аметов, крымско-татарский активист, житель Симферопольского района, был похищен 3 марта 2014 года во время, или, как корректно сказать, после того, как он вышел на пикет перед зданием Совета министров Автономной Республики Крым. 15 марта его тело нашли в Белогорском районе. Украинская прокуратура заявляет о раскрытии дела и о предъявлении подозрения 3 лицам вот в рамках этого дела. Кто такой Ришат Аметов? С его историей вы можете ознакомиться, в частности, и на сайте Крым Реалии. Вот статья называется, например, «Похищен средь бела дня. Убийство Ришата Аметова 5 лет спустя». Ее мы готовили в марте к годовщине его пропажи и гибели. А недавно на сайте Крым Реалии вышел материал под названием «Ришат Аметов. Первая жертва оккупации Крыма и военного преступления и военное преступление Путина». Вот в этой статье правозащитница Мария Томак из медийной инициативы «За права человека» совместно с Украинским Хельсинским союзом попыталась восстановить события 5-летней давности. Вы можете ознакомиться с этим на сайте Крым Реалии. На момент похищения Ришату Аметову было 39 лет, у него осталось 3 детей, и до начала аннексии России Крыма Ришат Аметов был активным гражданином, он добивался решения важных для себя и для общины вопросов. В частности, в этих статьях вы об этом подробнее можете прочитать. Свой же пикет под зданием Совета министров в Симферополе он анонсировал в соцсетях. К нам по телефону присоединяется крымско-татарский активист и хороший знакомый Ришата Аметова Заир Смедляев. Заир, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оцениваете версию прокуратуры украинской относительно того, как все происходило, и есть ли, по вашему мнению, надежда задержать подозреваемых? На то, что эта версия, она, наверное, правильная, с этим я могу согласиться, так как ранее здесь следственные органы его брату Рифату об этом заявляли, что вот есть такие подозреваемые, и точно так же они сообщали, что они не могут применить в отношении них каких-то там мер задержания, там допросить и все остальное, так как они находятся на неподконтрольных территориях, скажем так, не для украинского
правосудия, ни для российского. Ну, так как об этом заявляли, что они где-то находятся на территории Донбасса. То, что эта версия имеет право на жизнь, я с этим соглашусь, но то, что будут ли найдены эти лица и будут привлечены к ответственности, в этом я сомневаюсь. Я вообще сомневаюсь, что они, наверное, уже живые. А что-то об этих людях, подозреваемых, известно? Вот вам вообще их фамилии что-то говорят? Александр Баглюк, Александр Руденко и вот этот вот бывший российский военный Евгений Скрипник. Ничего особого, нигде никак не пересекались. Поняла. А вот у меня тогда к вам такой вопрос, как к человеку, который был хорошо знаком с Ришатом Аметовым. Вот каким он был и как вы оцениваете версии? Да, вот есть разные версии относительно того, что случилось, кроме официальных. Вот мы приводили цитату представителя так называемой самообороны Крыма Димова о том, что его гибель вообще могла быть чуть ли не провокацией украинской стороны, или же какая-то версия о том, что его гибель связана, возможно, с какими-то бытовыми вопросами? Ну, надо немножко иметь хотя бы мозги. И если мы же видели, как Ришата забирали с площади, забирали представителей той самой самообороны. Все это было на видео телеканала АТР, оно причем и в прямой трансляции шло, и потом все эти видеоданные, видеозаписи сохранены. Поэтому, если кто-то готовил провокацию, то только вот те, кто совершал захват Крыма. И это была непосредственно акция устрашения. И, скажем, тело Ришата прикопали таким образом, чтобы он был найден, чтобы вот это состояние страха держать всех жителей полуострова. Точно так же, как ряд тех похищений и убийств, которые были, в том числе Эдема Асанова, в том числе, скажем, Беляева, еще других. И вот сегодня в Бахчисарайском районе состоялись похороны молодого парня Юпова. Все это, я еще раз повторяю, делается с тем, чтобы держать жителей полуострова в состоянии страха. А известно ли вам что-то об этом расследовании, которое якобы ведет еще и Следственный комитет России на территории Крыма? То есть на какой оно стадии? Сейчас Следственный комитет свои действия, как сказал, завершил. В суд передать оснований у него нет. То есть оно в замороженном состоянии. И они вот брату, когда отвечали, говорили о том, что для того, чтобы уточнить там некоторые вопросы, поставить это все, что им необходимы вот эти подозреваемые лица. Поняла, а их местонахождение неизвестно. Спасибо вам большое, это был крымский... Неизвестно, но мы сослались на то, что они находятся на территории ЛНР, ДНР, там, этих так званых. Поняла, спасибо. Это был крымско-татарский активист и хороший знакомый Ришата Аметова Заир Смедляев. Мы сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждаем подробности дела. Напомню, что прокуратура Автономной Республики Крым заявила о раскрытии этого дела со своей стороны. Параллельно же о том, что какое-то расследование проводится и на территории аннексированного Крыма, заявляли еще в начале аннексии подконтрольные России крымские власти. Но вот по словам Заира Смедляева, сейчас по факту это расследование российской стороны приостановлено, поскольку нет доступа к лицам, которые могут быть причастны к похищению и убийству Ришата Аметова. В 2015 году Украинский Хельсинский союз по правам человека подал заявление в Европейский суд по правам человека от имени семьи Ришата Аметова. Мы перед эфиром связались с адвокатом Андреем Яковлевым, одним из представителей семьи Аметовых в Европейском суде по правам человека. Он нам рассказал, в частности, о сути иска, поданого в ЄСПЧ. Справа в тому, що звернення до Європейського суду вже було. Воно було у 2015 році. І стосувалося воно таких питань. 3 березня 2014 року Ришат Аметов насильницьким способом він тут звернення стосується таких аспектів. Це насильницького зникнення, позбавлення життя з ознаками, слідами катування, а так само непроведення розслідування цих обставин і відсутності ефективних засобів правового захисту, що також завдає жорстокого поводження з рідними загиблого. Це стосується
стосується самого суті звернення. У 2019 році вже підготовлено доповнення. Воно розширене, але за обсягом змісту цієї інформації, на жаль, я обмежений в розкритті цієї інформації. Ми можемо говорити про те, що яка держава має нести відповідальність за ситуацію, яка сталася з Решатом Аметовим. Справа в тому, що незважаючи на те, що його було викрадено 3 березня 2014 року, а виявлено за знаками катування, жорсткого катування 15 березня, ми вважаємо, що відповідальність покладається на Російську Федерацію, незважаючи на те, що офіційно вона визнає себе відповідальною за Крим з 18 березня. Саме російська сторона несе відповідальність, але і з української сторони не знімається відповідальність. Це вважається позитивними зобов'язаннями. Вони в даному випадку розглядаються в аспекті ефективного розслідування злочину, який стався з українським громадянином. Ну і ми знаємо, що українські слідчі органи просунулися в такому розслідуванні. Украинский адвокат Андрей Яковлев напомнил, что вероятный момент похищения Решата Аметова с площади перед Совмином Крыма запечатлен на видео. Ми бачимо відео, і з цього відео видно, що стоїть Решат, його там видно. Він стоїть навпроти людей, які оточили будівлю Ради міністрів. Вони стоять по периметру. Принаймні ми бачимо лінію. Він напроти них стоїть, і він стоїть, і це нічого не робить, він стоїть з одиночним пікетом. Потім ми там бачимо на відео, є окреме відео, що якісь люди проносять якісь пакети в цей будинок. Після того там невеличкий такий розрив по часу. Підходять 3 людей, вони якийсь невеличкий, можливо, діалог, але коротенький, і вони силоміч, ззаді одна людина підштовхує, по бокам 2 людей його взяли під руки і ведуть з площі. Далі вже є інше відео. Це відео показують, як його силоміць саджають в машину. Після того, до речі, ми бачимо, що ці люди, вони у військовій формі, і існують підстави говорити, що це люди самооборони Криму. І далі вони його кудись вивозять. І офіційно ми знаємо, що 15 числа він зник. Він був знайдений, закатований, жорстоко дуже закатованим. Є відео в інтернеті, до речі, все тіло було покалічено. І з цього ми можемо зробити висновок, що між 3 та 15 березня Решата ніхто не бачив. І якщо він був під контролем самооборони, то значить і вона має нести відповідальність за ситуацію, яка сталася з Решатом. Тобто офіційно ніхто не бачив в цей період, щоб він був в іншому місці. Тобто фактично можна стверджувати, що він перебував під їхнім контролем. Я напомню, что комментариев от так называемой самообороны Крыма в отношении как минимум названных лиц особых нет. Вот в комментарии изданию «Примечание» представитель самообороны Димов, он сказал, что не вели учет якобы в 2014 году лиц, которые действовали от имени самообороны. Украинский адвокат Андрей Яковлев, которого вы слушали, он дал нам еще один комментарий. Он заявил, что не исключает, что дело Решата Аметова может перейти на рассмотрение и в Международный уголовный суд. Взагалі, справа Решата, вона є дуже таким яскравим прикладом воєнного злочину і нерозкритого воєнного злочину, що стався на окупованій території. Вона розглядається як Європейським судом прав людини з приводу тих самих аспектів, як ми говоримо. Але справа в тому, що ставини вони межують з міжнародним гуманітарним правом в аспекті того, що ці події вони можуть кваліфікуватися або як злочини проти людства, або як воєнні злочини. І ці справи взагалі, що стосуються ситуації в Україні і, зокрема, в Криму, вони розглядаються Міжнародним кримінальним судом. І ми знаємо відомий звіт прокурора Міжнародного кримінального суду, який говорив про те, що зараз йдеться попереднє дослідження для того, щоб перейти з одної стадії цього провадження в іншу. І, можливо, за результатами цього розгляду ми включаємо, що може бути кваліфіковано ця справа Решата Аметова як злочин проти людства або як воєнний злочин, що розглядатиме Міжнародний кримінальний суд. Это был комментарий Андрея Яковлева, украинского адвоката и одного из представителей семьи Аметовых в Европейском суде по правам человека. Мы сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждаем дело Решата Аметова. Украинская прокуратура Крыма заявила о раскрытии этого дела. Я напомню, что Решат Аметов пропал 3 марта, и 15 марта его тело нашли со следами пыток в Белогорском районе. Вот заявлено о подозрении 3 лицам, но их
местонахождение неизвестно, они сейчас объявлены в розыск. По версии Заира Смедляева, крымско-татарского активиста, озвучивали такие данные, что якобы эти лица могут находиться на территориях неподконтрольной части Донбасса. Я отмечу, что среди крымчан, которые пострадали в начале аннексии Крыма России, вот тогда в марте 2014 года, был и Андрей Щекун, участник крымского Евромайдана. 9 марта его и еще одного проукраинского активиста Анатолия Ковальского похитили и 11 дней продержали в плену представители так называемой самообороны. Андрей Щекун, крымский активист и один из координаторов движения Евромайдан Крым, с нами на прямой телефонной связи. Андрей, здравствуйте. И сразу к вам такой вопрос. Вот дело о похищении вас и Ковальского тоже расследовала прокуратура Автономной Республики Крым. Были идентифицированы 3 похитителей. На какой стадии сейчас это дело? Ну, насправді так. Прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує. Є 3 вже підозрюваних, які нас причетні до нашого затримання на пероні в Сімферополі на залізничному вокзалі. Але питання в тому, хто катував, хто нас допитував. І це скоріше, що ми були вже потім, коли нас передала самооборона спецам так званим. Це вже, скоріше всього, люди Гіркіна і Безлєра, які були під контролем тільки Російської Федерації на той момент. Тобто це питання ще не, наскільки мені відомо, не розслідувалося до кінця. Тому є факт підозри, що 3 осіб, які від самооборони затримували нас на пероні, яких ми встановили і могли бачити. Але далі ви ж знаєте, що ми з Анатолієм Ковальським постійно в полоні були закритими очима. Але на сьогоднішній день ми можемо фактично говорити точно, що це потім нас передали Стрілкову і Безлєру. І саме ті люди, які навколо них були, це вже вони над нами знущалися і утримували подальше. Ну, расследование этого вашего дела, оно продолжается. Саме так, вона продовжується, і ми вдячні, що прокуратура Автономної Республіки Крим дійсно дуже серйозно підходить до цього розслідування і виважено фактично всі наші доводи, які можна використовувати і в інших якихось кримінальних справах, використовує на благо нашої спільної діяльності. Есть ли у вас лично, как у человека, который, к сожалению, тоже пережил этот опыт, какие-то сомнения относительно того, что Ришата Аметова действительно могли похитить представители так называемой самообороны? Ні, в мене немає жодних підозр. Це очевидно, тому що факти очевидні, коли його затримували біля і заводили його автомашину, фактично, і потім передавали комусь. І питання в тому, хто конкретно його вже катував і хто вбивав реально. Це вже питання слідчих і прокуратури, можливо, очевидців. Було б добре, ясно річ, когось з них одного арештувати і допитати, щоб ми могли мати реальну картину. Звісно, це зараз наразі неможливо, але в перспективі я думаю, що всі ті, хто дочетні до будь-яких злочинів, вони все-таки будуть давати свідчення, і рано чи пізно цей час відбудеться. Андрей, вот я советовала нашим слушателям почитать на сайте Крым Реалии статью Марии Томак под названием «Ришат Аметов. Первая жертва оккупации Крыма и военные преступления Путина». И вот в этой статье речь идет в частности о том, напоминает Мария о том, что вас с Анатолием Ковальским содержали в помещении военкомата в Симферополе, если я ничего не путаю. И есть такая версия, что там же могли содержать и Ришата Аметова после похищения. Це моя версія, ви там, якщо читали уважно, я такий домисел, скажімо так, висловлював. Але чи то був Ришат Аметов, чи то була інша особа, я не можу вказувати, тому що на той момент я був з закритими очима. Я говорив про той фрагмент тієї частини, коли була злякана прибиральниця, коли вона опустила ведро з шваброю, там, скажімо, і був такий гуркіт, і коли охоронці проснулися і почали кричати, хто його сюди завів, що вона не повинна це бачити. Тобто було таке враження, що дійсно щось якийсь був вчинений злочин, те, що пересічна людина, яка фактично не була доречна і причетна до тих злочинців, побачила і те, що їй не мало бути видно. Тому очевидно, що там був від цей момент був злочин. А кого там допитували і катували, це ми цілими ночами чули постійно, що там
одних заводили, других виводили, катували, в тому числі і нас. Ось, тому... Но я так понимаю, что почему как бы список лиц, кто это мог быть, сужается, потому что это было вот как раз в начале марта, когда еще об очень малом количестве людей похищенных было известно. Так, тому стверджувати про хто це був, прізвище, імена по батьку, я не можу, тому що ми самі були в такому стані, в цій кімнаті, де нас допитували і де нас катували, тобто ми були в стані і закритими очима, і фактично тільки могли чути щось і бачити ми не могли. Тобто, але це я передав те і Марії Токмак, і іншим правозахисникам організації, те, що ми чули в ті ночі. Тобто, фактично, це ми в картину ту, яку ми фактично пережили на собі. Тобто, ми все висловили і дали ці всі свідчення ми дали і прокуратурі Автономної Республіки Крим, і правозахисним організаціям для подальших розслідувань. Буквально последний к вам такой вопрос. Вот верите ли вы в перспективу того, что ваши похитители и похитители Аметова будут наказаны? Вот, например, о людях, которые подозреваются в вашем похищении, что вам известно, где они находятся? Встановлений факт, що очевидно, що самооборона Кримська, яка затримувала людей, це вже очевидні речі, яких людей можна опізнати, встановити факт злочинного до того, що вони дотичні до цього угрупування. Це вже дуже серйозні, скажімо так, рішення. Друге, є встановлено факт, що на Криму, на території на той момент орудувала банда Гіркіна і Безлєра. Треба ідентифікувати всіх злочинців, які разом з ними це здійснювали. А це очевидно те, що я можу стверджувати, факт катування, знущання і утримання нас в підвалі, в воєнкоматі. Тобто треба ідентифікувати повністю все оточення Гіркіна, Безлєра, які по той час перебували в Криму, в тому числі і самооборони, і 100% серед них є злочинці, які фактично це зробили вже кардинальні злочини, здійснювали в той період. Поняла. Тому треба все розслідувати і надальше і не зупинятися. Але круг звикається, я скажу так. Поняла. Спасибо вам большое. Это был Андрей Щекун, крымский активист и один из координаторов движения Евромайдан Крым. Я напомню, что Андрей Щекун был среди крымчан, которые в начале марта были задержаны, похищены фактически по версии следствия, по версии Андрея Щекуна, представителями так называемой самообороны Крыма. И его, и другого проукраинского активиста Анатолия Ковальского 11 дней продержали в плену представители так называемой самообороны. По этому делу тоже ведется расследование прокуратуры Автономной Республики Крым. Мы же сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждали дело Ришата Аметова. Украинская прокуратура Крыма заявила о раскрытии дела о похищении и убийстве крымско-татарского активиста. Напомню, его похитили 3 марта, 15 марта 2014 года. Его тело нашли со следами пыток. По версии прокуратуры, есть 3 подозреваемых, но пока их местонахождение не подтверждено, скажем так. Но есть версия прокуратуры такая, что эти люди, представители, 2 из 3 людей, представители так называемой самообороны Крыма. В самообороне же Крыма заявили о том, что якобы учет людей, которые вели деятельность от имени этой организации, этого формирования, в 2014 году не вели, под сомнение и даже критиковал версию о причастности так называемой самообороны Крыма к похищениям и убийствам. Эту версию критиковал и подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. На территории аннексированного Крыма якобы ведется расследование с Следственным комитетом России, но почему-то с 2014 года ничего об итогах этого расследования неизвестно. Мы будем следить за ситуацией. Спасибо всем, кто слушал о Ришате Аметове, но мы с вами не прощаемся. Оставайтесь с нами. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.